Слово предоставляется депутату Верховного Совета Автономной Республики Крым, председателю Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины Лентуну Романовичу Безазиеву. Сайгулы Тандашлар, уважаемые товарищи, я приветствую делегатов по созданию Народного фронта крымско-татарского народа и разрешите высказать несколько мыслей вслух, только факты по текущему моменту и сложившейся исключительно сложной ситуации с нашим народом на родине Крыму. Президент Янукович издал указ от 26 августа 2010 года о создании нового Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины как консультативно-совещательного органа для оказания практической помощи органам власти в решении существующих и возникающих проблем крымско-татарского народа. В ответ председатель Меджлиса Джемилев в ультимативной форме потребовал от президента иметь монопольное право на судьбу всего народа, позиции в составе из членов Меджлиса, создав совет в составе 33 человек. Позиции руководства Меджлиса по составу совета – это политическая провокация перед своим народом и президентом Украины. Когда Джемилев утверждает, что их избрал народ, это голословное заявление хотелка Джемилева. В Верховном Совете Крыма члены Меджлиса составляют 5% от общего количества депутатов и те избранные, примовавшие голосов Руха. Немцы в таких случаях говорят: сколько денег, столько пива. Во-вторых, создание Совета – это прерогатива президента, в состав которого вошли представители различных обществ и партий, благодаря которым десятки тысяч крымских татар отдали свои голоса за партию регионов на выборах 31 октября 2010 года. Будут ли члены Совета от Меджлиса участвовать в работе консультативной комиссии или нет, это их право, но Совет, если президент его благословит, будет работать на благо крымско-татарского народа и всего Крыма. Кворум имеется. Это не самопальное желание 11 членов Совета, а результат многочисленных обращений наших соотечественников по вопросам работы Совета. Несколько цифр о выполнении программы обустройства депортированных за 2006-2010 годы, когда Совет представителей состоял из 33 членов Меджлиса при экс-президенте Украины Ющенко. Вот жилья за пятилетку составил всего 39,7 тысяч квадратных метров или 31,4% от запланированного, в то время как в начале 90-х ежегодно вводилось до 50 квадратных метров жилья. Параллельно мы создавали строительную индустрию. Сегодня на квартирном учете состоит 7600 семей депортированных. При таком темпе строительства жилья потребность всех очередников закроется в течение 12 пятилеток, то есть за 60 лет, если за это время астероид не взорвет Землю. В то время как незавершенное строительство жилья Роскомнадзора составляет 70 тысяч квадратных метров жилья на 143 миллиона гривен. Вот других плановых объектов по пятилетке: детские сады 0, школа план 4 ФАК 0, ФАПы 3 по плану ФАК 0, дороги 36 километров, ФАК 2,6 километра. За прошлую пятилетку из госбюджета и бюджета АРК получено 360 миллионов на обустройство депортированных. О какой эффективности капвложений можно говорить при таком вводе мощностей? Куда и кому и на что ушло и было потрачено столько денег, видимо, известно Всевышнему. Когда мы говорим об устройстве депортированных, имеется в виду, необходимо достичь среднестатистического уровня обустройства крымчан. Сегодня Роскомнадзор превратился в придаток Министерств культуры, образования, труда и социальной политики. Не для того создавался Рескомитет, чтобы финансировать пляски, песни и всевозможные фестивали, симпозиумы, издания журналов, газет. Эту работу выполнит любой соответствующий отдел вышеназванных министерств. Сегодня не ведется никакого обустройства в поселках депортированных.
Крымские татары в большинстве своем не доверяют руководству Рескомнадза. Приведен к банкротству трест «Агроспецстрой номер 2», видимо, по причине того, что разбазарены десятки строительных баз, сотни единиц машин и механизмов различного назначения. В этом тресте, созданном в 90-х годах, работало 2500 человек. Было построено десятки поселков. Мизерное построенное количество жилья за прошедшую пятилетку и то распределяется непрозрачно. Если вы спросите у руководителя Рескомнадза протоколы защиты финансовых средств, как вложения по отраслям, жилье, соцкульбыт, объекты инфраструктуры, вот объектов, согласованных, как положено, с Министерством финансов Кабмина на 2011-2012 годы, он вам их не покажет. А если покажет, то покажет самопальный документ, форму 7, только за своей подписью на 147 миллионов гривен на 2012 год. Руководитель отрасли несет полную ответственность и отвечает за провал в своем ведомстве. Руководитель обязан со старта дойти до финиша, и только тогда он имеет право просить помощи и у вышестоящего работника. На декабрьской сессии Верховного Совета я с трибуны озвучил вышеуказанные факты. Народный депутат от Крыма, который крышует Джемилева, крикнул в зал: «Линтун, ты не прав!» Не успел ему я ответить, как депутаты-мажоритарщики Верховного Совета Крыма крикнули в ответ: «Борис, ты не прав!» и стали громко смеяться. К чему я привожу эту деталь? Мустафа и Борис, два нардепа, создали миф в Киеве, что они осчастливили своими деяниями крымских татар. А когда Джемилев понимает, что и миф не спасает, он идет к американскому послу со всеми вытекающими последствиями. Бессмертен лозунг: кадры решают все. Госструктура Крыма практически в основном работают татарские чиновники про представление Меджлиса. У руководства Меджлиса существует правило, чтобы чиновник был меджлисовской ориентации, а профессионализм вторичен. Телегу поставили впереди лошади. Многие татарские чиновники чувствуют себя неприкасаемыми, ведь в случае чего их, как всегда, прикроет Меджлис. Такая ситуация с кадрами создала определенную напряженность, социальный нарыв среди крымско-татарского народа. Подбор и воспитание кадров – это государственный вопрос, и его нельзя пускать на самотек, ибо бумеранг всегда возвращается, в данном случае, негативом. Saygılı Veterinaşlar, уважаемые соотечественники, члены Национального совета при президенте поручили мне озвучить на сегодняшней конференции встречу с представителем президента в Крыму Плакидой Виктором Тарасовичем. Обсуждение проблем депортированных было толерантным на профессиональном уровне. Мною были озвучены 4 вопроса, требующих положительного решения, если власть желает, чтобы большая часть крымских татар приняла участие в выборах осенью 2012 года. Притом, это были не мои хотелки, а чаяния и требования депортированного народа. Первое. О каком обустройстве можно говорить, если в 2011 году и на 2012 год из госбюджета на 300 тысяч депортированных, включая армян, болгар, греков, немцев, соответственно выделены 23 миллиона и 25 миллионов гривен. Республиканский бюджет выделил 3 миллиона 150 гривен, тогда как 10 лет назад из республиканского бюджета мы ежегодно выделяли на нужды депортированных 10-12 миллионов гривен. Только в моем мажоритарном округе, города Симферополя, на фонтанах для ввода 9-этажной коробки 180-квартирного жилого дома площадью 10 тысяч квадратных метров, где инженерные сети заведены, на площадку необходимо 31 миллион. Вы понимаете, что 25 миллионов, которые выделили на всех депортированных, не хватает для ввода даже одного дома. В микрорайоне Фонтаны с 93 года строится школа на 94 места, до 924 места. Для ввода необходимо 30 миллионов гривен. Много лет стоят замороженные 2 коробки ФАПов в микрорайоне Акмечеть и Фонтаны. Между двумя микрорайонами проживают жители поселка со смешанным населением 900 человек, в том числе славян 600 и 300 крымских татар. Живут дружно. К этому поселку даже летом не подъехать из-за отсутствия дорог. Отсутствует водоснабжение. Эти жители наверняка не придут на выборы осенью 2012 года. В этих 2 микрорайонах из-за отсутствия финансирования не строятся дороги, освещение, водоводы, детсад и так далее.
И это так называемое обустройство депортированных столицы Крыма Симферополь. А что говорит об обустройстве 300 поселков депортированных по всему Крыму? Считаю необходимым выделить на обустройство из госбюджета как минимум до 100 миллионов гривен на 2012 год. Поскольку большая часть народа, как я уже говорил, не доверяет председателю Рескомнадзора, необходимо заменить его достойным чиновником, который политически и профессионально созрел для такой высокой должности. Второй вопрос. О выходе закона по реабилитации депортированных в марте-апреле текущего года, чтобы снять весеннее напряжение в среде народа. Сегодня всему миру известны подлинные факты о причинах депортации крымско-татарского народа, армян, болгар, греков и немцев. В мае 2012 года исполнится 68 лет депортации. Десятки тысяч людей ушли из жизни с клеймом депортированный, а значит предатель, в том числе и дети. Сорваны неоднократно установленные сроки о выходе закона о реабилитации депортированных. Депортация до сих пор не заживающая рана на теле народа. Человека за преступление судит закон общества. Народ имеет право судить только Господь. Третий вопрос. Сегодня неизвестно из-за отсутствия информации и невыполнения своих служебных обязанностей председателем Рескомнадзора судьба программы обустройства депортированных на 2011-2015 годы. Четвертый вопрос. В Европе возрождены и функционируют свыше 60 региональных языков. Все государства планеты практически многоязычны. Язык – это идентификационный код нации. Если есть язык, есть народ. Иначе говоря, мяч сегодня на стороне власти. Если власть хочет сохранить после осенних выборов 2012 года вертикал власти, чтобы не воцарился хаос, как было в период правления оранжевых, власть должна услышать народ Украины и Крыма. После завершения обсуждения Виктор Плакида обещал довести до сведения вышестоящих руководителей требований нашего народа. Сегодня, очевидно, высок протестный потенциал крымско-татарского народа и фактора недостаточной включенности в активный процесс государственного строительства Крыма и Украины. Все это приводит к обострению межэтнических отношений в регионе. Власть не бордель, где всех ублажают. Власть – торжество справедливости. Долголетие власти в умении слышать свой народ. Иначе в мозгах человека зарождаются зерна бунта, а затем желание бунтовать передается его рукам и ногам. Люди не должны быть муравьями перед властью, которая захочет задавит, а захочет создаст условия для жизни. Уважаемые соотечественники, за все время массового проживания крымско-татарского народа с 90-х годов сегодня сложилась исключительно тяжелая ситуация в правовом и экономическом аспекте для нашего народа. В результате многолетней дестабилизирующей деятельности Мустафы Джемилева, который очередной раз заявляет, что хочет уйти, но меня не отпускает. Мустафа уподобляется престарелым актрисам, которые не уходят со сцены, ссылаясь на то, что фанаты не отпускают. В такие случаи говорят: уходя, уходи, будь мужиком. Бесконечные заявления Джемилева о происках в ФСБ в Крыму – это низкопробная политическая игра Мустафы. Когда Мустафа заявляет, что его избрало большинство крымско-татарского народа, это миф. Сегодня в Бахчисарайском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Белогорском, Нижнегорском, Кировском проживает от 30 до 40% наших соотечественников. Спрашивается, зачем Мустафе искать партию, которая зачистит его проходной список? Иди по мажоритарке на выборы осенью 2012 года. Докажи, что тебе доверяет народ. Сегодня Джемилев раздражающий фактор не только своего народа и всего Крыма. Уважаемые соотечественники, не идите на провокации Джемилева. Его время давно прошло. К сожалению, многие годы власть всех уровней ведет с Мустафой себя, как Папандопола из фильма «Свадьба Малиновки». И чего я в тебя такой влюбленный? Русский писатель, поэт 19 века Некрасов в своем стихотворении написал: как крепостные крестьяне покорно ждут у крыльца дома выхода барина. Крымские татары не крепостные и не будут бесконечно и покорно ждать своей участи у крыльца государства. Уважаемые соотечественники, объединяйтесь в Народный фронт крымско-татарского народа.
Наши цели ясны, задачи определены. Здоровье и благополучие всем нам, решение проблемы нашего народа, коренного народа Крыма. Спасибо вам всем.